С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, его семейству и всем сподвижникам. Мои братья и сестры, мир вам и благословение Аллаха. Поминание Аллаха — это самый великий способ для оживления души и сердца. И они нуждаются в нем, как рыба нуждается в воде. Что будет с рыбой, когда она остается без воды? Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Не поминанием ли Аллаха утешаются сердца? Поминание Аллаха — это жизнь. Поминающий своего Господа и не поминающий Его подобны живому и мертвому. Аль-Бухари. Поистине оно приносит довольство милосердного. Им прогоняется шайтан, прощаются прегрешения, из-за него не сходит благодать, и им отталкивается наказание. Поминание Аллаха имеет большое значение, как об этом сказал Аллах. И однозначно помнить об Аллахе, исполняя молитву и вне ее, более велико, чем другие деяния. Но напоминание Аллаха гораздо важнее. Верующие, поминающие Аллаха, являются из опередивших в день воскресения. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Аль-муфарридуна» — опередившие. Люди спросили: «А кто такие аль-муфарридуна, о посланник Аллаха?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это мужчины и женщины, часто поминающие Аллаха». Сахих Муслим. Аль-муфаррид — это человек, который пребывает наедине с Аллахом своим сердцем и своим языком, поминая Его, даже если в это время он находится среди людей. Посланник Аллаха двигался по дороге Мекки, и, проезжая мимо горы, называемой Джамдан, он сказал: «Двигайтесь, это Джамдан, одинокие уже обогнали». Они спросили: «Кто такие одинокие, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Поминающие Аллаха многократно мужчины и женщины». Имеется в виду, что люди, которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал аль-муфарридуна, раньше других смогут снискать благоволение Аллаха, достичь высоких ступеней и оказаться в наилучшем положении. Поминание Аллаха — это завет пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказавшему: «О посланник Аллаха, поистине предписаний ислама слишком много для меня. Скажи же мне что-нибудь такое, что я мог бы делать постоянно». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть твой язык не перестает быть влажным от поминания Аллаха». Ат-Тирмизи. И часто поминающих Аллаха мужчин и женщин Аллах уготовил прощение для них и великую награду. И тот, кто постоянно совершает утренние и вечерние азкары, а также азкары, читаемые по различным поводам и случаям, будет из числа многократно поминающих Аллаха, и этот аят будет охватывать его и относиться к нему, как сказали ученые. Достаточно для поминающих Аллаха того достоинства, что сам Аллах поминает их. «Поминайте меня, и я буду помнить о вас. Благодарите меня, и не будьте неблагодарны мне». Также это упоминается и в хадисе Аль-Кудси, когда он поминает меня. Если он помянет меня в душе, то я помяну его про себя. Поминание Аллаха желательно в любое время дня и ночи. Оно не имеет никаких границ. О те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно. Поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках, ночью и днем, в поездках и дома, на воде, на суше, в бедности и в богатстве, будучи больными или здоровыми, явно и тайно, в любых обстоятельствах. И если поминание Аллаха сопутствует сердцу, то это является одним из требований поминания, посредством которого оживляются сердца верующих. К одним из самых любимых Аллаху слов относятся 4 слова: слава Аллаху, субханаллах, хвала Аллаху, альхамдулиллах, нет Бога кроме Аллаха, ля иляха илляллах, и Аллах велик, Аллаху акбар. Пусть твой язык не перестает быть влажным от поминания Аллаха. Оно крепко связано с постом. Приводится хадис от Абу Дауда, что в момент разговения следует говорить: «Ушла жажда, жилы наполнились влагой, и награда уже ждет, если будет угодно Аллаху». Конечно же, он говорит это в надежде на награду Аллаха, иначе мы не сможем утверждать. Также азкары, связанные с постом, которых он произносил при разговении у кого-то в гостях.
Пусть у вас разговляются постящиеся, и пусть у вас угощаются благочестивые, и пусть ангелы призывают на вас благословение. Абу Дауд, 3854 хадис. И мольбы, связанные с Рамаданом: «О Аллах, поистине Ты прощающий, щедрый, Ты любишь прощать, так прости же меня». Также, когда мы принимаем пищу во время сухура до утренней молитвы, Всевышний сказал: «Просящих прощения в предрассветное время». Также, а перед рассветом они молили о прощении. Просьба о прощении у Аллаха – это одно из величайших поминаний Аллаха, в особенности в Рамадане. Также, когда заканчивается Рамадан, Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. Во всем этом есть возвеличивание и поминание Аллаха, связанное с этим священным месяцем. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он помог нам завершить его, чтобы Он помог нам простаивать в нем в молитвах и чтобы сполна вознаградил нас.